Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана подписал указ об увольнении в запас и очередном призыве на военную службу. Президент Туркменистана одобрил введение системы дистанционный банкинг для физических лиц. 20 марта в Туркменистане стартует посевная хлопчатника и другие новости. Указ об увольнении в запас военнослужащих, проходящих службу по призыву, а также об очередном призыве на военную службу подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В документе говорится, уволить в запас в апреле-июне этого года из вооруженных сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные в законе Туркменистана о воинской обязанности и военной службе сроки. Призвать на военную службу в апреле-июне этого года не имеющих права на освобождение от призыва на военную службу или право на отсрочку от призыва граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан до 27 лет. Президент Сердар Бердымухамедов на заседании Кабинета министров одобрил представленное предложение о введении в действие государственным коммерческим банком Дайхан Банк системы дистанционный банкинг для физических лиц. Как сообщается, эта новая банковская услуга призвана расширить перечень безналичных расчетов и обеспечить оперативность осуществления платежных операций для граждан страны. Президент Сердар Бердымухамедов благословил начало посевной кампании хлопчатников в Туркменистане. Согласно распоряжению, сев белого золота в Ахалском, Балканском, Лебабском и Марийском вилаятах начнется 20 марта, а в Дашогузском вилаяте 27 марта. Государственный концерн «Туркменгаз» ведет активную работу по увеличению объемов добычи природного газа, в особенности на гигантском газовом месторождении Галкыныш. «Туркменгаз» ведет эффективный поиск залежей бессернистого газа. С помощью специального оборудования на нефтегазовых промыслах пробурены эксплуатационно-оценочные скважины, на которых получены промышленные притоки бессернистого топлива. В ближайшие годы концерн планирует продолжить бурение новых скважин для увеличения добычи природного газа и его безопасной транспортировки потребителям. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании Кабинета министров рассмотрел вопросы подготовки к предстоящему туркмено-японскому бизнес-форуму, запланированному на 27 марта в Токио. Мероприятие пройдет с участием представителей малого и среднего предпринимательства двух стран. На бизнес-форуме будут обсуждаться перспективы развития двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Японией в таких сферах, как инвестиции, промышленность, транспорт, логистика, а также частный сектор. Кроме того, запланирована презентация работ по созданию национального павильона Туркменистана на предстоящей всемирной выставке Экспо-2025 в Японии. 15 марта в возрасте 89 лет из жизни ушел легендарный актер, режиссер и президент театра сатиры Александр Ширвинд. Ширвинд – это целая эпоха в истории советского и российского театра и кино. Его искрометный юмор, безупречные манеры и неповторимый стиль очаровывали миллионы зрителей. За свою карьеру он снялся в десятках фильмов, ставших мировой классикой. Ширвинд также был талантливым театральным актером и режиссером. На протяжении многих лет он руководил театром сатиры, превратив его в один из ведущих театров Москвы. За последние 10 лет объемы непроданных товаров у люксовых брендов выросли вдвое. Пандемийный бум сменился спадом, и склады гигантов индустрии, таких как Луи Виттон, Диор, Фенди, Гуччи, Bottega Veneta, ломятся от нереализованной продукции на миллиарды евро. Производство эксклюзивных товаров не всегда оправдано спросом, что приводит к перепроизводству и вредит окружающей среде. В ближайшие несколько лет люксовым брендам придется пересмотреть свои стратегии, чтобы сохранить лицо и не навредить планете. Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Аразов прокомментировал итоги товарищеского матча с национальной командой Казахстана, который проходил в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира 2026. Эта товарищеская игра была специально запланирована для того, чтобы наши футболисты получили опыт встреч с сильными соперниками в преддверии официальных матчей отборочного турнира. Сборная Казахстана продемонстрировала себя хорошо сплоченным и физически подготовленным коллективом. Наши ребята выполнили поставленные на игру задачи на стадии созидания атак. Вместе с тем мы выявили определенные проблемы на завершающей стадии и будем работать над их устранением, отметил Аразов в беседе с корреспондентом Туркменпортал. Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Миредов провел в Ашхабаде переговоры с министром спорта Республики Татарстан РФ Владимиром Леоновым, возглавляющим делегацию российского региона.
В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в области спорта. Особое внимание было уделено перспективам совместного участия и проведения крупных международных спортивных мероприятий. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.